Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки такая. Сведет ли вас судьба в этом году? Загадайте, пожалуйста, на любимого человека, либо на того, кто вам интересен, и на себя. Представьте его и себя вместе и задайте этот вопрос. Сведет ли нас судьба в этом году? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать о том, что сейчас от нас скрыто. Так, интересно. Я вижу у вас несколько встреч. Я вижу первую встречу. На этой первой встрече вы поведете себя, вы вдвоем, да, и он, и вы, странно, как будто бы вы дети, как будто бы вы смущаетесь, как будто бы, как знаете, не сильно и надо, да, каждый будет зеркалить друг друга, и здесь будет и страх, и сомнения, и неуверенность в правильности своих мыслей, в правильности своих поступков. Вы будете просто сидеть, я не знаю, молчать, да, и ваш разговор, он будет каким-то принудительным. То есть, когда каждый будет пытаться подобрать те правильные слова, чтобы же не показаться, что мне больше всего надо, да, либо я там напрашиваюсь, не дай бог. А здесь, вот знаете, каждый будет прям как по чайной ложечке, да, доить какие-то слова, и будет какой-то прям конфуз между вами. Здесь виной, кстати, этой ситуации будет вот какая-то накрутка. Вас кто-то, может быть, накручивает, либо вы сами себя накрутили. И мужчина, он точно такой же, как и вы. Здесь вот у меня какая-то пара идеальная, да, либо близнецы вы какие-то, возможно, да. То есть вы настолько похожи друг на друга. Внешне, конечно, вы разные в проявлениях, но у вас какое-то единое строение души. Вот по силе духа, по ментальности. Вот здесь вы просто идеально друг другу подходите. Знаете, как в будущем ваша ситуация будет такой. Один сказал, да, либо один подумал, другой сказал. То есть вы будете общаться без слов. Настолько будет сильный уровень проникновения друг друга, либо восприятия друг друга. Но вот эта встреча, которую я у вас вижу, это вот самое ближайшее время, наверное, да, может быть, как там неделя, либо несколько недель, вот идет какая-то встреча. Может быть, это даже виртуальная будет встреча, когда вы по телефону будете общаться, либо, может быть, где-то по какому-то мессенджеру. Может, даже и физически вы встретитесь, но она какая-то идет, знаете, сухая, холодная, и после этой встречи будет какое-то прям чувство разочарования в друг друге, либо даже разочарование в себе, да. Господи, а что я нашла в этом холодном куске льда, да, это же просто какой-то чурбан деревянный. И он то же самое будет думать о вас. То есть встреча какая-то прохладная, да, прохладная, и вообще непонятно, зачем она будет, и что это будет за разговор такой странный. У вас первая встреча идет именно разочарование, и многие из вас даже подумают, что все, это точка, это 100% точка, какие могут быть продолжения, он там ко мне остыл, она ко мне остыла, зачем это все нужно, зачем я такая там глупая себя накручивала, что это любовь, что это чувство, что что-то получится. Нет, все это ерунда, все это пустое. Здесь встреча, извините, скажу как вижу, да, какая-то катастрофа, пустая, лучше бы ее и не было, да, вот так вы будете думать. После этой встречи пройдет время. За это время вы будете пытаться
перенастроить свою жизнь, либо переключиться на что-то другое, либо на кого-то другого. Будете, может быть, больше заниматься собой, может быть, действительно кто-то из вас там начнет активный поиск нового партнера. Если вы в семье, кстати, вот не исключено, может быть и в семье, может быть вы загадали на своего любовника, либо на мужчину, который вам нравится, то здесь вы, скорее всего, уйдете в семью, может будете смотреть на своего супруга, пытаться рассмотреть в нем какие-то положительные черты, ну что тут скажешь, да, то есть будете заниматься своей жизнью. Через полгода, либо 8 месяцев, то есть 6-8 месяцев, у вас еще одна идет встреча. И эта встреча будет как гром среди ясного неба. Вас судьба вот так раз и столкнет с друг другом. Это будет просто ядерная бомба. Это будет веление судьбы, ни больше, ни меньше. Вы встретитесь в каком-то абсолютно странном месте, при странных обстоятельствах, и настолько у вас прям жар по телу пойдет, что у вас, что у него, я не знаю, вы как друг к другу прилипнете, потом вас просто будет не отодрать друг от друга. Здесь все случится, и любовь, и страсть, все в одном флаконе. Значит, невероятные эмоциональные потрясения вас ждут в положительном ключе. Здесь безумие просто какое-то, да, обуяет вашим сознанием. То есть вы вдвоем как два сумасшедших будете, честно, которые сошли с ума от любви, от не знаю, там, наслаждения и радости друг от друга. Что-то будет твориться невероятное с вами. Значит, тут вас понесет по реке любви, даже какая река, тут океан, океанище. Здесь будет очень жарко. И знаете, что я хочу вам сказать? Вот эта встреча, она докажет и вам, и ему, что вы просто созданы друг для друга. Созданы друг для друга. И он будет готов на все. Мир готов будет перевернуть ради вас, либо ради того, чтобы быть с вами. А вот вы, у вас как-то, знаете, у вас хоть и сердце будет гореть, но ум вы будете сохранять холодным. Понятно, да, женщины, они всегда более прагматичные. И, конечно, мы же матери, нам всегда, да, Боженька дает немножко больше. Мужчины, если вдруг меня смотрят, не обижайтесь, пожалуйста. Да, как бы так оно случилось, сложилось. Здесь вы будете думать, здесь у вас есть какой-то стоп-фактор. Это может быть действительно ваша семья, если вы в семье находитесь. Это могут быть дети ваши, либо это могут быть ваши привязанности. Может быть, мужчину вы загадали какого-то импортного, да, иностранного, когда ради любви вам придется отказаться от того, что ваше родное, от того, что вам дорого. Здесь женщина, несмотря на весь этот огонь, на страсть, на любовь, она возьмет паузу и будет думать, что ей делать. Судьба откроет вам эту дверь в любовь и в счастье, а вы уже будете стоять, долго будете стоять возле этой двери и думать, а как мне поступить, что мне сделать, войти мне в эту дверь, либо отказаться, да, и закрыть эту дверь. Здесь мужчина будет просто с ума сходить, он будет рвать на себе волосы, он будет страдать, он может, кстати, с вами ругаться, да, на эту тему, говорит, как же так, мы же так друг друга любим, зачем же ты убиваешь нашу любовь, зачем ты это делаешь? А вы будете неприступны, вы скажете, нет, дружочек, мне нужно подумать, потому что я не только тем местом думаю, я еще должна думать глобально, потому что есть еще какой-то, я уже сказала, да, вам фактор, за который вы будете очень переживать. Здесь женщина будет думать и выбирать. Что касается вашего будущего, здесь оно в ваших руках, в руках женщины, потому что только женщина сделает тот самый выбор, который позволит вам либо быть вместе, либо вы разойдетесь. Но опять же таки, ваша история на этом не закончится. Хоть я и смотрела на этот год, но я вижу, что вы друг другу идете именно по судьбе. По судьбе. То есть пока вы не отыграете в жизни друг друга то, что вам заложено, записано, да, вас не отпустят. Да, вот эта вот связка, она не ослабеет. Значит, девочки, если вы с этим мужчиной разойдетесь, он найдет себе жену. Но
счастливым он никогда не будет. То есть он до самого-самого, там, не знаю, последнего, да, крайнего дня он будет с вами на связи, он всегда будет вам говорить, что любит вас, что надеется, что вы самая главная женщина в его жизни, если вы его не выберете. Кстати, да, вы будете поражены, как быстро он найдет себе другую женщину. Ну, потому что он настолько будет растерзан, ну, знаете, как это неправильно, не запасной вариант, как жилетка, да, куда я могу плакать. Вот такую он себе найдет. Может, проживет даже с ней всю жизнь, но любить он будет всегда только вас. Если вы с ним сойдетесь, то здесь, конечно, отношения прям не шоколадно идеальные, я сразу говорю. Здесь будут ядреные отношения. Вы будете безумно любить друг друга, и также вы будете иногда друг от друга отталкиваться. Да? Вот когда магниты, да, если одной стороной они там прям притягиваются, да, если другой полярностью поменять, я, кстати, в физике не очень хорошо разбираюсь, поэтому извините, они отталкиваются, и вы так будете периодически. Вы друг другу идете по карме, по науке вы идете, вы будете друг друга учить и прокачивать. Да, такие отношения, они непростые, да, они нелегкие, но в этих отношениях вы познаете все. От самой высокой, там, прекрасной высоты до, извините, самой глубокой впадины. Все будет. Жизнь будет интересная. Прокачайтесь от и до в этих отношениях. Ну и состаритесь вместе, встретите старость. Вот так вот, девочки, идет. Но судьбоносный момент будет именно в этом году, когда вы будете выбирать. То ли вы, ну просто смотрите, тут вы при своем каком-то доме, либо каком-то своем интересе. Вы делаете решающий шаг к нему, либо от него. Каким будет этот шаг, я не могу сказать. Я просто иду, ну, не показано. Может быть, отдельно я сделаю отсыпочку, мы посмотрим, но тем не менее. Вы хозяйка своей судьбы. Нет, неправильно. Вы хозяйка и своей судьбы, и его судьбы. Вот как-то так, девочки. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.